Тема у нас «Основы обучения детей сольному академическому пению». У меня вышла вот такая небольшая работа в соавторстве с моей теперь коллегой, бывшей ученицей. Она сейчас уже профессор кафедры. И мы с ней просто подумали, что надо как-то обобщить все накопленное и как-то поделиться с вами. Понятно, что детский голос – это вообще настолько трогательное, настолько хрупкое, но и очень интересное. Это очень интересная работа. Да, она терпеливая, нужно набраться, ну, собственно, и не только с детьми, но и со взрослыми, со студентами тоже нужно набраться хорошего опыта и хорошего терпения. Потому что, почему? Потому что вокальное искусство – это самое трудное искусство из всех искусств. Это живой организм, голос – это живой инструмент, и поэтому от нашего состояния, от здоровья, от психологического настроя и так далее, от погоды зависит наша работа и наш результат, который мы выносим потом на сцену или кто уже в театр попадает. А там еще сложнее, потому что прибавляются еще другие, так сказать, побочные моменты, которые нужно учитывать, работать с партнером, оркестр и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы работать уже в театре, для этого нужно очень хорошо потрудиться. Очень много споров сейчас, и они не только сейчас, они были и есть, и будут, а стоит ли заниматься с детьми академическим вокалом. Но хочу вам сказать, что жизнь, практика показывает, что да, что надо заниматься. Другое дело, что надо заниматься правильно. Если бы Мария Каллас, великая певица XX века, не занималась с детства вокалом, я думаю, что мы вряд ли бы ее узнали. Мама, которая услышала и поняла, что у ребенка есть задатки музыкальные, и голос она сразу взяла в оборот. И мы сейчас это имеем тоже, потому что на всяких конкурсах, достаточно много конкурсов я бываю, и детских тоже, и мы видим, как мамы волнуются, как они хотят, чтобы их дети пели, и это тоже здорово. Так вот, вернусь к Марии Каллас, когда она была в совсем детском возрасте, они на тот момент, семья жила в Америке, и потом мама поняла, что ну, как-то там не получается, чтобы девочка профессионально, нормально училась. И они уехали в Грецию, и там она долго занималась, и потом она уже в 16 лет пела не больше-меньше сантуцию. То есть желание и музыкальность, и природа ребенка, она все равно рано или поздно скажется и выскочит наружу. Потому что если там Богом дано, и если родители понимают, что это может быть будущая профессия, и если этим не заниматься, то это на самом деле потом идет взросление, и человек просто потом очень страдает, что он чего-то где-то недополучил. Я вам сейчас расскажу, случай у меня был. Мальчика привели заниматься в 7 лет. Ну, мама привела заниматься, пришли в класс, и я говорю, ну давай пой. Он встал букой такой, ничего не может спеть. Мама его, ну давай, ну ты ж дома так поешь, давай. Ничего не мог, ступор. Я маме говорю, давайте приходите через год. А мама тоже расстроилась, ну как же он так ходит, целыми днями поет. Ну все, пришли они через год. И это был уже другой ребенок. Потом мы будем сейчас, я немножко вперед зашла, о возрастных особенностях развития детского голоса. И вот я говорю, ну давай пой. Он был совершенно уже другой ребенок, смело встал, спел мне все, и мы начали заниматься. Но Бог его одарил очень, можно сказать, уникальными данными вокальными. Мы в 10 лет, когда вот расцвет детского голоса, поехали, проездили несколько конкурсов, были в Италии,
И один ко мне подошел, и уже ему было где-то 11 лет, подошел из членов жюри, говорит: а где вы такое откопали? Если на него не смотреть, это как будто поет юноша, там 18, около 20 лет. Вот такая природа была чудесная. Но, к сожалению, когда он стал заканчивать школу, родители, после мутации голос сохранился, что иногда бывает, что не сохраняется. И родители сказали: нет, только юридический, это ПГГУ и юридический факультет. На что я сказала: на юридический факультет он может в любое время поступить, и в 40 лет. А здесь будет упущено время, потому что, особенно сейчас, вокал очень помолодел. Сейчас в театрах хотят, чтобы были молоденькие, совсем, да, с соответствующими фигурами и так далее. Вот. Это я к тому, что действительно заниматься детским вокалом можно и нужно. И что далеко ходить, Юлия Лежнева, которая стала лауреатом конкурса Елены Васильевны Образцовой, мы все это тоже знаем, она занималась с детства, в 18 лет она уже стала лауреатом не детского, а большого конкурса Елены Васильевны и сделала такую большую карьеру, и еще масса других есть случаев. Есть мнение, я знаю точно, что, например, Ирина Константиновна Архипова была против, чтобы занимались с детьми. В этом тоже есть какой-то смысл, потому что заниматься с детьми – это очень большая ответственность. Очень большая ответственность, потому что здесь ряд правил, которые нужно соблюдать. И если заниматься не совсем правильно, если педагог до конца не понимает, что он делает, и нет результата, то это, конечно, тоже чревато последствиями. Потому что если мы сейчас будем рассматривать полностью детский вокал, ну тогда начнем с такой группы, самой маленькой, это 8-9 лет. Это дети, которые, понятно, что у них не может быть такой терминологии, как мы объясняем взрослым. Это настолько скрупулезное, продуманное отношение к ребенку во всех, так сказать, ну, во всех отношениях, можно так, простите за тавтологию, но это так и есть на самом деле. Здесь много составляющих, которые должен педагог четко понимать и знать, что он требует, и что может получиться, и как он слышит, и какой подход. Потому что, ну, понятно, что индивидуальный подход – это абсолютно точно, но здесь еще есть, надо прослушать ребенка, определить его возможности вокальные, его возможности физические, потому что ребенок находится все время в росте. И мы это с вами понимаем, что и легкие, и так далее, и связки, правда, очень медленно растут в это время. Если посмотреть связки новорожденного и через год, то они через год-два они практически не меняются в это время. А весь организм потихоньку начинает расти. Очень важно в этот период настроить ребенка психологически, очень по-доброму, очень правильно, очень продуманно, потому что если у вас в классе там 5, 6, до 10 детей, естественно, это однозначно индивидуальный подход, потому что дети все разные. Дети есть более выносливые в одном и том же возрасте, более слабые, и здесь вы должны точно все контролировать. Что мы даем вот в этом возрасте? Конечно же, небольшие распевки. Распевки вы можете даже сами попридумывать себе. Нельзя давать какие-то распевки интервальные, они точно не будут попадать, да? Они еще физически, у них там не сработает аппарат. Нельзя давать какие-то произведения завышенные в этом возрасте. Это должна быть такая совершенно манная каша, когда на этом будет строиться фундамент. Что такое вообще вокалист и что такое вокалист, который хорошо или плохо поет? Если фундамент заложен как в здании хорошо, ну, значит, все пойдет потихоньку, постепенно. И, как я говорю всегда, количество в
в качество, потому что позаниматься один раз в 2 недели это ничего не даст. Ни взрослому, ни маленькому, никому не даст. Поэтому количество в качестве. И, конечно же, я, например, сразу приучала детей мыслить. То есть вот спел, да, там, попевочку какую-то или там фразочку из народной песни, да, значит, давай проанализируем, особенно если все получилось, а что вот ты чувствуешь, все, чтобы ребенок привыкал уже даже с этого возраста. Они, конечно, очень быстро утомляются. В 8-9 лет они утомляются. У них внимания хватает там на, ну не знаю, на 20-25 минут. А дальше у них, да, вот они отвлекаются на что-то, они устают. Значит, конечно, что в этом возрасте 8-9 лет нельзя давать урок там 45 минут. Они не выдержат, они физически не выдержат, внимание не выдержат. Даже взрослому иногда, студенту первому курсу, работаешь, я смотрю, что я говорю, а где глаза, а где мысли-то? А уже просто, да, много информации, особенно если уже взрослый студент, да, то мозги, да, не воспринимают все. А у детей так, естественно, этого быть не может. Вот от того, как вот с первых шагов, ну это может быть, это вот маленькая группа такая, да, я вот заметила вот этот вопрос, я думаю, вы могли бы, наверное, мне задать, как снимать вот в этом возрасте с горлышка, да? Они кричат, многие дети, да, там это самое, показывают свои эмоции, а это все на горлышке, да? А мы, академическое пение, мы преследуем ангельское пение, как в XIII веке к нам завезли из Греции священнослужителей, которые к нам принесли в Россию как раз вот это пение, которое в России его назвали ангелоподобное. Отсюда у нас начали открываться школы, при церквах, но понятно, что это были только мальчики могли, но потом было разрешение, что и девочки тоже могли петь в церквах. И вот поэтому вот это ангельское звучание, то, к чему мы, ну, у детей можно так назвать, да, к чему мы хотим их приучить, вот снять с горлышка. Я долго тоже думала, ну как вот, как ребенку объяснить? Ему нельзя объяснить, что там подними там это мягкое небо, там звук здесь, резонаторы, дыхание. Ну, он не поймет и скажет, мам, я больше не пойду туда. Вот. И поэтому я заметила, что вот если вы распеваете, да, там, скажем, до первой октавы пошли вверх, и где-то на си бемоле первой октавы у них начинается ломка. Они сами переходят на фальцет, да, на головное звучание. Вот нужно еще несколько нот дать, потому что в этом возрасте у них диапазон, ну, где-то там ля малая и это самое, и там ре, да, ми второй октавы, и не надо больше. И да, есть, конечно, какие-то уникальные, может быть, да, случаи, но лучше не форсировать события. И вот довести до вот этих, вы сразу почувствуете, где голос ломается, да. Значит, дальше вы ведете вот этим головным резонатором и просите, чтобы ребенок также спустился вниз до или ля малой октавы, да, до первой октавы, да, вот этим, а потом попробовать этим же звуком вот головного звучания опять пойти наверх. Понятно, что с первого раза оно, ну, с первого раза как-то так сложно, чтобы получилось. Но если вот работать вот над этим, вы очень быстро почувствуете, что вы это сняли. А дальше идет уже работа немножко другая. Но это очень важный момент, иначе все время будет горловой звучание вах и куда-то наверх идет, да? А нам это не надо. И за этим надо следить. И приучать, ведь что такое пение? Это мышечное ощущение. Есть много работ, написанных на эту тему. И это действительно так. Это действительно так. Это мышечное ощущение работы голосового аппарата. Да?
Конечно, мы не можем в этом возрасте объяснить полностью ребенку, что такое голосовой аппарат. Не поймет, абсолютно точно. Но когда уже вы там перейдете к следующей группе, там уже можно все это объяснять. И вот от того, насколько правильно мы будем устраивать наши мышцы, да, слышать. Ведь, понимаете, очень часто бывает, что педагог слышит, что что-то не то. Но ведь самое главное знать, как исправить. Да? Как исправить, вот это самое главное. И в этом возрасте дети уже очень любят выступать. Они просто, если там еще им похлопали в домашних условиях, или в классных условиях, или еще куда-то под елку поставили, и ребенок спел, они этим заболевают. Они просто хотят этого. Они до конца не понимают, что они еще там это не делают, но они любят выступать. Это чувство не надо у них убивать, потому что, чтобы у них в будущем не было никакого страха сцены. Вот, это то, что касается детской вот этой группы, самой мелкой группы. И мы знаем массу конкурсов, где уже выводят этих маленьких детей 8 и 9 лет. И вот на этом конкурсе, на котором вы замечательном, на котором мы сейчас присутствуем, это тоже имеет место. Дальше группа детей – это 10-12 лет. Вот это самое красивое звучание детское. Это называется расцвет детского голоса. Потому что они немножко повзрослели, связочки подросли, и их сознание, их отношения, если вы уже с первых дней в предыдущей группе очень серьезно настроили ребенка, он без этого не может, он мчится на этот вокал, ему это нравится, это нельзя, это только можно поддерживать. И в этой группе вы уже можете им давать совершенно другой репертуар. Но понятно, что ни в коем не завышайте, потому что где-то уже в 11 лет, а я хочу вот это где-то, они услышали, сейчас же все можно услышать, вот, переписать и так далее. А вот я хочу это петь, ну вот, а вот тебе еще рано это петь. Вот тут тоже нужен очень хороший педагогический подход, не со скандалом, нет, там тебе это еще маленькое, там, этого нельзя делать. С детьми нужно все-таки по-детски, но с нормальным, не совсем там, ну извините меня, сюсюкаться, а так, чтобы это было по-деловому, что вот это можно, вот это нельзя. И иногда студенты, а я вот уже хочу вот это петь, а вот извини, пожалуйста, еще пока не доросла до этого или не дорос до этого. Придет время, да, потому что связки в это время у детей все равно находятся в росте, организм в росте, но у них совершенно другой подход. И я вам хочу сказать, что для этого периода, для этой группы очень много написано музыки вокальной для детей профессиональными композиторами. Но мы знаем, вот в Петербурге идет «Поворот винта» Бриттена. И там на протяжении всей оперы поет мальчик и девочка. Ну, мальчик как раз вот такого возраста где-то. И по сюжет очень закрученный, но когда ставили в Мариинском театре этот спектакль, и там выбрали мальчика, с которым я занималась, Ирви Коля. Он учился еще параллельно в капелле, он, конечно, можно сказать, почти читал с листа, быстро выучил текст, быстрее всех выучил, работал с режиссерами по полной, как взрослый. И, конечно, очень удачные были все эти выступления его. И опера, на протяжении всей оперы ребенок находится на сцене. И все выдержал, и с энтузиазмом. То есть это говорит о том, что в этом возрасте можно уже давать более серьезные произведения, но тоже учитывая индивидуально каждому. Кому-то, может быть, чуть-чуть можно уже повзрослее давать вокальные произведения, а кому-то еще не дорос. Еще есть несколько опер, а уж я не говорю, что в советское время ни один
праздник не открывался с детским хором и с запевалами и так далее, да? Это же сколько было написано такой музыки. И есть еще опера «Пегий пес, бегущий краем моря», написал Александр Павлович Смелков по Чингизу Айтматову, где очень психологически сложная роль. Вкратце я скажу смысл этой повести. Это народность Нивхи, они выходят в море, и такой ритуал. Выходит в море, значит, дедушка, папа, мальчик и дядя. Ну и там, конечно, там ритуальное такое было, такой кусок небольшой в опере, где идет прощание с мамой и так далее, с девочкой, с которой он играл во время, когда там были какие-то праздники. И вот они выходят в море, и случилась большая буря. И сплошной туман. Я могу себе представить, потому что я однажды попала в такой туман, что мы заплыли в другое место на лодке. Просто было, я вообще не понимаю, тоже ребенок в лодке, сын, и мы заплыли вообще в другое место. И вот вода соленая, вода закончилась, и сплошной туман. Но это где вот Сахалин, Нивхи, там живут. И они по очереди, чтобы сохранить жизнь ребенка, уходят из жизни. И дедушка уходит, и дядя уходит, и папа, и он остается один. И вот тоже на протяжении всей оперы, и когда она шла во многих городах России, и в Петербурге, Санкт-Петербург опера, ее поставили, там премьера была. И, конечно, все женщины плакали, когда наконец-то рассеялся туман, и мальчик точно знал, что птица Агукук летит к берегу. И вот он, когда увидел, что птица летит, и он за ней поплыл. Таким образом он остался жить. Но я просто рассказала вкратце, что ребенок мог вынести вот эту психологическую задачу и спеть полностью спектакль, целый вечер находиться на сцене. Вот. И хочется сказать, что в это время нужно очень внимательно относиться к репертуару. Очень внимательно. Понимать, что завышенные высокие ноты, да, понимать, что что вы в это время можете уже работать над легато, абсолютно точно, над кантиленой. Вы в это время можете показывать и работать над дыханием. Понятно, что ваше представление, или если ваш показ, да, потому что не все педагоги показывают, но в большинстве случаев показывают, да. Понятно, что для того, чтобы показать, нужно самому очень правильно это сделать. Дети копируют очень быстро. Они, как, особенно маленькие, которые совсем вот эти 9 лет, они как обезьяны, они копируют. И эти тоже. Но нужно понимать, что связки даются один раз в жизни. Это не томастик, струна, которая полетела и можно заменить, или в рояле, да, а это один раз в жизни. И поэтому от вас требуется очень большая ответственность, чтобы по принципу не навредить. И, конечно же, в это время, скажем, вот в этой группе, которая 11 лет, 10-11, вы можете с ними слушать какие-то записи, анализировать, спрашивать. То есть их нужно еще воспитывать, да, не только вот мышечные ощущения, да, но и, конечно же, сразу какую-то нести культуру, да, чтобы вот и видеть, вы слушаете какое-то произведение, там певицу какую-то или певца, да, вы с ребенком проанализируете, нравится, не нравится, да, в это тоже воспитывается отношение и культура, потому что на самом деле сейчас, ну, в такое время мы живем, что как-то культура очень резко, да, надо как-то над этим работать. Много всего, информации очень много, по телевизору, в интернете.
Но нужно делать отбор, потому что это классическое направление, классический вокал, и здесь нельзя как-то отпускать на тормоза. Конечно же, по репертуару можно в это время абсолютно спокойно, вы можете брать старинные арии. Все на этом растут. Хотим мы этого или нет, все на этом растут. И я даже помню, Елена Васильевна Образцова работала у меня на кафедре 10 лет. Давала мастер-классы, мы много с ней об этом говорили. И она даже говорила, что иногда перелет, некогда распеться, и чувствуешь, что что-то не то самое. Да, надо как-то это самое. И она говорит, я брала старинные арии, 2-3 арии, и работая над дыханием, над позицией, над кантиленой, это быстро все восстанавливается. А мы должны их на этом учить, этих маленьких. И они поддаются этому. Да, сейчас все на языке оригинала, и, ну, в конце концов, если где-то нет педагога, там, скажем, и по итальянскому, или, ну, я думаю, что немецкий еще в школах учат и так далее. Но это все можно найти, можно послушать 10, 20, 30 раз хорошего певца, прислушаться, да, к произношению, да, потому что, ну, к сожалению, это имеет место, да, на всех конкурсах это страдает, потому что, ну, не везде есть, скажем, педагоги, которые могут проконсультировать или брать уроки или так далее. Но сейчас это приветствуется и везде пишется на всех конкурсах, что на языке оригинала. Да, это трудно, особенно если, не знаю, французский язык с особым произношением и так далее, самый близкий итальянский. Но вот эта вокальная литература, старинные арии, это то, на чем воспитывались и воспитываются, и будут воспитываться. От этого никуда не деться. Есть наши русские великие композиторы, Бортнянский, Варламов. Бортнянского есть замечательное, практически, можно на русском языке и на французском он писал. Это практически та же старинная музыка. Замечательно, есть небольшие совершенно у него такие романсики. Прямо я вот иногда даже первому курсу даю эти произведения, они с удовольствием поют, и они проверенные временем. Это не надуманная литература, это та литература, которая действительно нужна и на которой воспитывались целые поколения великих певцов. Ну и теперь можно перейти к группе, которая называется предмутационная. Это очень сложная группа, и период очень сложный, потому что дети, которые вкусили сцену, вот скажем, вот эта вторая особенно группа, да, они много везде выступают, кроме конкурсов, там еще какие-то выступления у них есть, концерты, они очень прикипели к этому, и настроить их на то, что сейчас будет у тебя перестройка, это очень сложно. Вот у меня был мальчик, Ваня Павлов, замечательно пел, причем иногда он сам какие-то пел с девочкой «Прилепу и миловзора», на одном концерте я их выставила, и сижу, ну там, в Смольном соборе, там акустика в Смольном соборе у нас, а так поешь, а потом только эхо там где-то. И я так удивилась, они поют, и вдруг я здесь, ну, скушен, то он, смотри, как похудал. Он взял, так на колено встал, ей предложил ручку, причем я ему этого не говорила. Вот такая природа. Вот он, я потом, я говорю, Ваня, я говорю, ты как? Миша, я говорю, ты как? А он говорит, я говорю, как это ты вдруг это? Мы с тобой это не договаривались. А я весь вечер думал, ну как тут это так, как это тут сделать так, чтобы... И вот этот Миша, он, когда началась мутация, он страшно переживал, я ему запретила заниматься, он говорит, я, смотрю, опять приходит, я говорю, ну, Миша, я не буду заниматься. Он говорит, а я просто других буду слушать. Он не мог оторваться от этого.
Но, к сожалению, голос не сохранился. Это достаточно часто бывает. Достаточно часто бывает. Вот на протяжении этих лет, в которых я конкретно работала, я это наблюдала. Но он повзрослел, закончил вуз, и как-то вот он заходит, молодой человек, с цветами. Я смотрю, я говорю, вы ко мне? Когда он улыбнулся, тут я поняла, что это Миша. Он говорит, знаете, я так соскучился, я хотя бы с вами поговорю. Но он говорит, вы знаете, я хожу в театр постоянно, в оперный театр. Ну вот такой вот, да. И вот в этот момент, конечно, нужно поддержать ребенка. Нужно объяснить, нужно как-то его вот сказать, что это пройдет. Они же не только вот в вокальном, они вообще в это время очень раздражительные. Ну, что там, вот взрослые люди, мы сидим, у каждого дети есть. Они раздражительные, что-то не нравится, они это самое. Вот. Но, конечно, вопрос еще, все задают вопрос, заниматься или не заниматься. Ну, все зависит от индивидуальности. Вот этот мальчик, про которого я говорила, что поступил на юридический факультет, у него очень гладко шла, хотя мальчик, да, очень гладко шла мутация, и мы раз в месяц с ним встречались. Я проверяла. И потом я, когда почувствовала, что уже есть смык такой, хороший, нормальный, смыкание, я его отправила к фониатру, и она сказала, можете потихоньку заниматься. И мы с ним занимались, и у него голос сохранился, и красивый очень, и все переживали там. Мама переживала, мама была за артиста, а папа за юриста. И поэтому вот такая вот история была. Вот. И в это время, конечно, сам педагог должен почувствовать, когда начинается мутация, потому что появляется сип, раздражительность, утомляемость и так далее. Значит, надо прекратить и ждать. Вот и ждать. Вот этот мальчик, про которого я тоже сейчас рассказывала, который пел в повороте винта, у него тоже не сохранился голос. Вместе с мамой плакали все, потому что очень музыкальный парень, очень. Ну вот так случилось. Значит, очень щадящий режим и очень постоянно нужно контролировать, если вы все-таки в классе у вас остается и занимается, да. Ну и где-то через какое-то время, там, я не знаю, у всех по-разному мутация проходит. И по-разному начинается мутация, это тоже вы все знаете, и по-разному заканчивается. Была студентка, первый курс, поступила, пришла, говорю, такая крупная девушка, все. Слушаю, я говорю, слушай, у тебя, Лиза, мутация. Ой, да, я говорю, мутация, иди к врачу. Пошла к врачу. Мы с ней не занимались почти год. Осенью второй курс, я ее даже не аттестовывала, второй курс, приходит, открывает дверь. Здравствуйте, Татьяна Дмитриевна. Я говорю, Лиза, иди к фониатру. А пошла у нее еще, представляете, такая длинная, это вот у меня первый такой случай был, длинная мутация была, хотя, я говорю, девочка такая крупная, но еще где-то покувыркалась она там месяца полтора, и потом очень хорошо занималась. Вот, и поэтому вот эта ваша чуткость, ваши отношения и психологически важно настрой, очень важно психологический настрой. Это даст потом результат хороший. И если правильно заниматься до мутации, то после мутации мышцы очень быстро принимают правильное положение. Да? Понимаете? Если, конечно, что-то были проблемы, то они и так и останутся. А те, которые ребята пели правильно, и звуковедение было правильно, и кантилена появилась уже в этом возрасте, потому что девочки чуть-чуть раньше мутируют, ну где-то 12, где-то там 12,5 и так далее. Ну все по-разному мутируют в смысле возраста. Но если заниматься с ними правильно и уже голос будет до мутации как-то поставлен на дыхание, потому что такое пение? Это работа дыхания и резонаторов. Как написал Морозов в своей книге
называется «Искусство резонансного пения». Да, он написал, что ну вот все понимают, что есть резонаторы, есть дыхание, но кто это делает, у кого это получилось, тех певцов мы знаем. А остальное это ну где-то вот около, да. Да, все понимают, что вот резонатор, вот дыхание, да. Но соединить как бы самое важное соединить дыхание с резонатором. Не прижать, а чтобы это было свободно, и чтобы дыхание работало так, чтобы можно петь длинную фразу, а самое главное, чтобы не уставал голос. Вот, и если вы с первых шагов, неважно там с 8 лет или с 10, или к вам пришел даже молодой человек или девушка, там уже отмутировавшая, но еще не занималась, хочет заниматься, да, сколько угодно, да, там 15-16 лет, да, если сразу делать упор на дыхание и соединение с резонаторами, потому что или дыхание работает, или резонаторы прижаты, или еще что-нибудь, а должно быть очень звукоизвлечение очень мягкое, и звуковедение мы ведем голос дыханием, да, от того, сколько мы подаем. Поэтому отсюда и есть нюансировка, есть фразировка, такие понятия, которые необходимы, да, которые можно действительно из пиано вырасти там, в крещендо, в фортиссимо, но это делает дыхание. Не вот эти мышцы, которые, да, горловые, которые... Пиано – это, конечно, особый случай, и редко кто по-настоящему владеет пиано. Все пытаются делать пиано, но если резонаторы не работают на дыхании, да, ну, как я понимаю, мы можем с вами поспорить, если хотите, я готова, то тогда это искусственное, я считаю, что тогда это искусственное звукоизвлечение. Это что-то где-то неудобно, и все это. И человек, самое главное, человек не может выразить музыку. Музыку. Зачем мы выходим на сцену? Делать радость, да, слушателям. Знаете, дома можем на кухне сколько угодно петь, да, а если мы выходим на сцену, мы должны делиться своим искусством и доносить радость, чтобы публика вышла после концерта или там спектакля, или да, какого-то представления и была одухотворенная. И ей хотелось петь. Вот, понимаете? Вот это очень важно. И, конечно, еще раз повторю, что количество в качестве, но правильно. Если неправильно работать, но много количественно, ну это просто потом будет, да, со связками будет, и, ну и вообще все это будет не так, как надо. Потому что на самом деле, вот если так грубо говорить, это тренаж в определенном положении, да, голосового аппарата. Это как в спорте, да? Да, вот тут наросло, да? Здесь то же самое, правильное звуковедение. Не надо торопиться, это длительный процесс. Длительный процесс. Я, когда начала читать лекции, я очень много, тогда никакого интернета не было, очень много сидела в библиотеке Салтыкова-Щедрина и копала все, что там есть. И там, например, занимались каждый день вокалом классическим и 2 раза в день. Вот можете себе представить. Ну, не так, чтобы напеться, чтобы выйти, да, а так, чтобы это было, чтобы урок, вот мой профессор говорил, иногда тоже хотелось так, ну, чего-нибудь там еще попеть, поется, да, поется. И так, стоп. Надо уйти с легким ощущением голода, что тебе хочется еще петь, точно так же, как если за столом всего наелись и несут десерт. Ну, как же не съесть десерт? Съели десерт, и становится не очень хорошо. Вот. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы заострить ваше внимание, что в любом деле, если поспешишь, людей насмешишь, да? А уж в этом деле, в нашем певческом, поскольку работает весь организм, на самом деле весь организм работает, в первую очередь голова, и я, например, своих студентов сразу заставляю думать. Ну, во-первых, понятно, по тексту. По тексту нужно обязательно просто
не бояться тратить время на это, чтобы даже вот и дети понимали то, о чем они поют. Вот показать вот это там, это там, это там. У нас здесь был случай однажды на конкурсе Ольги Александровны. Значит, вышел мальчик, сидит в жюри, очень хорошо стал петь. И потом размахался руками, там что-то показывал, да, и вдруг расплакался. Что случилось? Хорошо начал петь, голосок хороший, симпатичный. Иди сюда. Мы его подозвали и спрашиваем, а что случилось? Он говорит, а я вот не туда руку запустил, не туда показал. И у него это под коркой сразу, да? Он сразу педагог, или, может быть, скажет, я не знаю, как, да? Может сказать, ты что там, не это самое? Он испугался. Вот этого делать нельзя. Нужно сразу приучать, особенно более такую группу, которая уже вот расцвет голоса, предмутационный, постмутационный, сейчас еще про постмутационный расскажу. Вот, чтобы они сразу думали, о чем там поется. Я понимаю, что если вы, наверное, встречали таких студентов своих или учеников, которым не надо говорить, они это чувствуют. Вот не надо говорить. Вот я занимаюсь с китайскими ребятами, много у нас китайских ребят учатся. И я, честно говоря, иногда не понимаю. Они могут ноты неправильно петь, текст, но они стоят в музыке. Для меня вот загадка. Вот не могу объяснить. Работаю с ними 26 лет. Не могу понять, почему. То ли природа, вот они все равно стоят одухотворенные. То ли у них менталитет такой, нигде ничего там, да, под коркой нет, да, то ли что. Но они стоят, вот честно вот говорю. И поэтому, конечно, наших ребят нужно приучать к этому. Если они, особенно уже те, которые подростки, которые видят себя там, Нетребко, там еще кем-нибудь, да, нужно в это время уже работать с ними над этим, над текстом, донесение текста, чтобы они понимали, потому что приятно, когда ребенок поет, ну и взрослые тоже, бывает, что и взрослые певцы, там непонятно что, да, вот, где, чего, да, но чтобы они мыслили вперед, потому что это такой вид искусство, где нужно мыслить вперед. Музыка не ждет. Музыка, ты спел, ой, я так плохо спел, зациклился, а музыка ушла. И ты не можешь ее вернуть. Если художник взял, нарисовал картину, ему не понравился цвет неба, взял, намалевал, размалевал, там это самое, сделал другой цвет. И это, ну, и считается. А у нас этого нет. У нас нужно мыслить вперед, что вот я сейчас вот, да, как соединять ноту с нотой и так далее. Сейчас вернусь к постмутационный период. Это тоже важный период, но здесь, конечно, нельзя набрасываться сразу. Вот чувствуете, что голос появился, звучит, ох, да, нельзя играть с репертуаром. Нужно все делать постепенно, и тогда все получится. И ребята, которые уже чувствуют силу, гортань раскрылась, легкие расширились, и мозги тоже стали другими за это время, вот здесь можно уже работать по-серьезному. Но, конечно, там первый год, как после... Лучше, конечно, если есть в городе фонинатор, я не знаю, может быть, где-то нет в маленьких городах, но все-таки как-то следить и наблюдаться, чтобы, потому что связки – это штука серьезная. Это, к сожалению, но это наше настроение, и особенно если переживания, которые есть случаи, когда бывает на нервной почве парез связок и так далее. Ну, а заболевания, я думаю, что вы много тоже знаете про связки, да, потому что нельзя петь там в подсвязочный трахеит и так далее, и так далее. Но самое главное, чтобы, если вы чувствуете, что голос нездоров, значит, надо бить тревогу. Просто надо бить тревогу. Узнать, если есть врач, проконсультироваться и знать причину, почему это происходит.
Ну, я думаю, что, да, вот по репертуару еще вот в эти мутационный период, здесь тоже нужно быть очень осторожным. А самое главное в этот период определить тип голоса. Очень многие кувыркаются, не знают, что так вести или так. Это очень серьезный вопрос. И как определить голос, тип голоса, это нужно тоже, ну, может быть, грубо скажу, руку набить и понимать, что не только диапазон, но и качество звука. Не только диапазон может быть большой, но еще есть еще такое вот понятие, как качество звука, тембр, где он лучше звучит, где он свободнее. Ну, как определять голос, вот это тот момент, который вы должны очень серьезно тоже. У кого-то сразу ярко выраженный, там, сопрано, все, нет вопросов, или колоратурность. Иногда есть промежуточные голоса. И очень много, я знаю, студентов, которые и к нам приходят, поступал так, а потом перестроился. И если правильно перестроился, то это другое качество, да. Но это тоже, на это нужно тоже время, потому что мышцы имеют память, и еще Пушкин сказал: привычка свыше нам дана, замена счастью она. Поэтому здесь еще хуже, да, потому что одно дело, любой инструмент видно, да, там пианист, даже если переиграл руку или что-то, здесь все видно, балет все видно, все, любой вид искусства, кроме нашего, где нужно думать, потому что без головы, какой бы голос хороший ни был, ничего не будет. Да? Вот. Если есть вопросы, может быть, я что-то упустила, да? Есть вопросы, пожалуйста, я готова ответить. Нет вопросов? По конкурсу Саршаляк расскажете? Что? Про конкурс Саршаляк. Да. Значит, смотрите, я немножко расскажу о нашем институте. Значит, у нас институт в этом году будет 35 лет, Герценовский университет 35 лет назад открыл факультет музыки. И это очень правильно, потому что регион северный, да, наш, он очень большой. И это было правильно. Ну, сначала это был чисто факультет музыки, там, в общем, мы выпускаем педагогов, учителей музыки, а затем, когда стала Елена Васильевна работать, Образцова, мы с ней переговорили, я говорю: Елена Васильевна, нельзя ли нам открыть вокальное искусство? Она сказала: запросто. Мы написали бумагу, ректор подписал, и мы открыли вокальное искусство, и открыли еще тогда модуль, который называется «Теория и практика вокального искусства». И туда впихнули как можно больше вокальных часов. Практически наши ребята учатся, вот многие на этом направлении. Это, у них есть оперный класс, камерный класс, сценическое мастерство, грим, все у них есть. Ну, единственное, что может быть по специальности там на 1 час меньше в неделю, но достаточно. Вот, поэтому у нас такое полноценное есть вокальное искусство. Хочу вам сказать, что работает на кафедре 8 человек, солистов Мариинского театра, чем я очень горжусь, начиная с народной артистки СССР Ларисы Андреевны Шевченко, потрясающей певицы, Стеблянка, вы можете послушать их в Ютубе и сделать свое, так сказать, ощущение и отношение к этим вокалистам. Работает у нас, ну вот я говорю, 8 человек, Мариинский театр, Михайловский театр, Изозеркалье. И на сегодняшний день кафедра очень большая. 47 человек кафедра, очень большая. Вот. И у нас есть ряд конкурсов, своих серьезных конкурсов. Сейчас у нас будет конкурс «Великий шелковый путь», который открывается 27 ноября и 4 декабря закрытие.
До 15 октября мы принимаем заявки. Если кто хочет поучаствовать, есть там онлайн и очные. Да? Дальше я очень приглашаю вас на конкурс. Конкурс очень большой имени Бориса Тимофеевича Штоколова, который работал на кафедре. И на этот конкурс приезжает всегда почти до 500 участников. Это очень большой, серьезный конкурс. Но в свое время были у нас члены жюри и американцы, и швейцарцы, и Словакия, и Германия. То есть вы можете посмотреть ВКонтакт, зайдите и посмотрите, что это за конкурс. Конкурс очень... Елена Васильевна Образцова сидела. Большой, красивый конкурс. В этом году он будет у нас начинаться 19 марта. Это в 2024 году. Это день рождения Штоколова. Ну, Штоколов – великий русский бас. Потрясающий бас, который пел в Мариинском театре, начинал свою карьеру в Свердловске. Уникальный тембр. У него есть своя еще публика до сих пор. И конкурс занял определенную нишу среди теперешних конкурсов, которые у нас проводятся. Очень высокая планка у него. И закрытие конкурса 27 марта. Открытие и закрытие в Малом зале филармонии. Условия у нас очень хорошие. У нас закрывается на какое-то время учеба, и очень много классов, где можно распеться, настроиться. Ну, действительно, нормально, не надо. Прослушивания все проходят у нас в институте. У нас есть очень симпатичный зал для прослушивания, концертный. И вот я особенно хотела бы видеть старшую группу. Мне очень понравились ребята на этом конкурсе, на нашем, который мы сейчас провели практически. Вот. И добро пожаловать. Еще раз говорю, что у нас очень хорошие условия. Вы можете посмотреть на сайте, зайти в ВКонтакт и увидеть историю конкурса. И действительно, мало того, я вам хочу сказать, что лауреаты наших конкурсов работают по всей России, и не только и за рубежом, и даже сейчас за рубежом работают. И поэтому я бы очень хотела видеть вот старшую группу у нас на конкурсе. Ну и, конечно, если уж так по большому счету, приезжайте к нам поступать. Мы готовы вас принять и обучать. Спасибо вам. Все, да? Все, сейчас, все, да. Спасибо вам огромное за то, что вы здесь. Вам низкий поклон. Я знаю, что это великий труд. И действительно, то, что мы делаем, это греет душу, это здорово и несет радость. Я вам очень благодарна. Спасибо вам огромное. Еще раз вам нижайший поклон. Спасибо огромное. Это труд, который не все понимают. Мы с вами его хорошо понимаем. И мы приходим домой и начинаем думать, почему это так не получилось, это так, а вот так вот, да. Все время находятся они у нас под коркой. Вот, я не знаю, у меня так точно. Мне иногда муж говорит: так, ты где? Вот. Поэтому здоровья вам, сил, благополучия и всего самого доброго вам и семьям. Спасибо большое. Вашим ученикам.